участвовал, он сейчас ушел на прямой эфир с московскими коллегами, и мы вот сейчас одна из последних станций сегодняшнего дня, это встреча с пиграфическими письмами юкагиров, точнее это с малыми народностями севера, которые являются у нас, наверное, неотъемлемой частью Якутии. И, конечно, мы поговорим с руководителем данной станции. Я просто удивлен, что письмо юкагиров имеет какой-то интересный смысл, да? Да, дело в том, что это, наверное, многие, вот если вы посетите Американский музей естественной истории в Нью-Йорке, то там есть экспозиция, посвященная вообще истории развития письменности. И один из стендов, посвященных древним формам письменности, посвящен как раз юкагирскому типографическому письму. Прежде чем вот пришли на современные стадии уже письменности, были разные формы. А вот это вот так называемые типографические письмена, они писались на бересте, мы их называем берестяные тосы. У юкагиров была такая особенность, были любовные женские письма и были мужские маршрутные тосы, письма тоже, соответственно. Я, конечно, немного перебью, хотел узнать, вот, а можно ли, как вот так становится, вот с вами знаком как с общественным объединением, а сегодня вы как представляете? Сегодня я представляю Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера, Сибирского отделения Российской академии наук. Я являюсь научным сотрудником, и сфера моих научных интересов как раз история, культура коренных малочисленных народов Севера, и в частности моего народа, это юкагиры. Ну, меня зовут Шадрин Вячеслав Иванович. Вячеслав Иванович, вот, ну, вроде бы возглавляете, ну, очень большую, это уже политика, и сегодня как научный сотрудник, да, сегодня? Да. И вот я хотел спросить, а разница была между письмом юкагиров и якутов, или же все-таки они чем-то перекликаются? Нет, совершенно разные. Дело в том, что у якутов древнетюркское это больше руническое письмо, вот. А у юкагиров, я еще раз скажу, они писали на бересте, писали кончиком острого ножа обычно на бересте. И вот особенностью было в том числе, что оно делилось по гендерному принципу. Было женское письмо, было мужское письмо. То есть они передавали информацию. При этом, если мужское письмо, вот это так называемые маршрутные тосы и так далее, они были очень похожи на карты, например, да? И это, в принципе, не особенность юкагиров, потому что подобного типа письмена встречаются, например, у канадских индейцев, атапасков и так далее, да, встречается. Есть знаменитое письмо к американскому президенту, например, да, вот эти апачи, вошли апачи. Они встречаются у некоторых сибирских народов, то вот женское письмо пиктографическое, которое встречается у юкагиров, оно является уникальным. Такого вообще нигде нет. Вот начнем, наверное, с семья. Мужчина и женщина, которые живут в своем доме, они обособлены. Почему? Ну, это уже брак, это уже муж и жена, потому что они постоянно думают и общаются друг с другом, очень тесные связи у них. И причем, почему это только брак, они, например, просто знакомые, да? Вот факт, что они друг друга считают уже собственность, какой-то определенной собственностью. Ну, когда говорят «мой муж», «моя жена», потому что их мысли отгораживают их от других, то есть показывают какой-то принцип, определенный принцип собственности. Хотя нельзя сказать о людях, да, но тем не менее это показано в том, что у них уже настолько плотные отношения, тесные, что они как бы уже отделены от других. Показываю, вот это уже как бы рисунок уже. Да, это было письмо именно на бересте. Это оригинально, это вот перенесено просто на... И вот такие вот наука делает выводы настолько серьезные, что это серьезно. Ну, мы уже, ну как сказать, мы же знаем, о чем здесь, например. Вот все прекрасно понимают, что здесь изображена женщина. Ну как? Это Я мужчина. не понимаю. Да, объясню. Ну, юкагиры очень были достаточно точны, например, да, в себе. Например, такая физиологическая особенность женщин, что в бедренной части, в тазовой части они явно шире мужчин. Поэтому женщина обычно всегда шире изображается мужчиной. А изображены в виде ели, это специально? Это в виде деревьев. У юкагиров особое отношение с деревьями. У нас очень даже родственные, можно сказать. Например, у меня есть свое породненное на одном из участков на моей родине, в бассейне реки Исачной, по которому мой дядя, например, всегда знал, какое у меня состояние здоровья.
не мог определить. Да, вот были случаи, когда я, например, там прогнул себе ногу повредил, руку повредил, и он по этому дереву определил. Когда, то есть сажают деревья, когда Нет, это не сажают, то есть там это есть как? определенное дерево находит, ну это целый ритуал, полубы, это отдельная передача. Я просто так скажу, что есть особые деревья, с которым я духовно породнен, который является моим собратом, и по его состоянию вот, мои сородичи там на месте, мои родичи знают, какое состояние здоровья у меня. Я вот хотел бы, хоть и отвлекаю вас, да, потому что все-таки это больше на детей направлено. А здесь один ребенок в интервью нам сказал, что это игра в шпионов, да. То есть они приобщились к другому языку, это для них, да, наверное... для них, потому что здесь зашифровано. Вот для меня понятно, что это вот эта женщина. Здесь не только потому, что по физиологическим особенностям, но еще вот коса. А это мужчина. Тоже все понятно. И то, что они тесно связаны между собой, это надо понимать. Да? То есть, ну, когда вы уже вот в этом живете, в культуре, то вам все достаточно понятно просто. А человеку другой культуры, вот приходится это уже объяснять. Вы понимаете? Вот теперь, когда вы уже знаете, где есть мужчина, где женщина, что это означает, то перейдем к более сложному письму. Вот здесь уже есть некоторые. В общем, это письмо одинокой женщины, девушки, вот она, которая пишет письмо своему бывшему другу, с которым когда-то у них были, возможно, какие-то отношения. Это вот девушка Юкагирки пишет письмо парню Юкагиру, у которых когда-то были связи между собой, достаточно тесные были связи. Но потом появилась другая женщина, которая перебила это все отношение, и вот он теперь полностью, вот у них уже семья, дом, у них 2 детей, 2 мальчика, видно, да, все прекрасно. И он с ней очень тесно связан. И она осталась одна в своем доме, она одинокая, все время думает о нем. Но она вот пишет письмо, скорее всего, это уже прощальное ему письмо, говорит, что вот есть другой мужчина, свободный, который думает о ней. И, скорее всего, что вот все, ну это прощальное письмо, что вот все, у нас все закончилось, у тебя, ты счастлив, у тебя есть свои связи, и мои мысли начинают идти в ту сторону. То есть, скорее всего, эта женщина скоро будет, так сказать, уже создаст свою семью с другим мужчиной. И вот дети, да, они более такие открытые, сегодня они у нас были, они сказали, а зачем он нам это? У нас же есть интернет. И вот хотелось бы узнать с научной точки зрения, вот что позволяет данная наука, какие делать выводы и какую пользу принесет наша современная жизнь? Дело в том, что ведь, может быть, не ориентируясь на детей, а вообще так скажем, что вообще каждый народ – это целая вселенная, космос других совершенно знаний, других представлений. И они воспринимают мир, каждый из них, по-своему. И вдруг вот через вот эти письмена вдруг мы поняли, немножко прикоснулись к другому мышлению, другому восприятию мира, другим взаимоотношениям. И это интересно, которое в очередной раз показывает, что каждый народ, у него свои особенности. Казалось бы, юкагиры, якуты, казалось бы, внешне и так далее, одни, казалось бы, что будет. И тут вдруг оказывается, что есть разные виды одежды, их это оно отличает. Разные виды, там какие-то их сопровождающие культурных элементов, которые тоже отличают их друг от друга. И мало того, что у них совершенно разное мировоззрение, разный характер, который вдруг выявляется, в том числе, например, вот среди писем. И вот тут как раз мы всегда говорим о сохранении биоразнообразия, сохранении животного мира, там, растительного мира и так далее. Но оказывается, не менее важно сохранять культурное многообразие, потому что это тоже богатство всего мира. И вот на примере юкагиров, который оказывается для многих просто неизвестный народ, оказывается, да, оказывается, у нас рядом есть народ, который с очень уникальной своей культурой, другой культурой, с другим взглядом, и он тоже нуждается в изучении, сохранении и в распространении пропаганды своего культурного наследия. Это в том числе и задача нас, ученых, то есть узнать, задокументировать и познакомить с этой культурой других. А сегодня дети как восприняли вот это все новаторство?
Все-таки дети сейчас будут... Да, дети другие, но я надеюсь, я им просто пока вот как бы какие-то ростки вдруг интереса заложил, вдруг они узнали, что есть другое письмо. Вообще понятие письменности у них, да, это вот буквы, это есть какие-то слова, их одно, да, касалось бы. Ну, может быть, английский язык они еще видели, да, а тут вдруг они поняли, что есть другой вид письменности. Как они уже, для кого-то это может быть как шифр, как тайна, как код какой-то, да, может быть, но чуть старше став, они вдруг поймут, что это совсем другой мир, значит, этот мир и свои особенности имеет, и этот мир надо тоже, значит, воспринимать очень так же, как по-особому. Вот сейчас вот нам смотрят зрители и просят спросить, что это такое, расскажите, да. Но это тоже своеобразная форма отражения культуры юкагиров. Здесь, например, вот, пожалуйста, изображен мужчина юкагир, да, вот тоже вот как бы, но это уже современное декоративно-прикладное искусство юкагиров, тоже вот сделанное там бисер здесь, да, и так далее. И вот традиционные костюмы. Это обычная проволока, да, бисер обычный, даже просто проволока и так далее использована, он тоже форма отражения какой-то этих древних техник и так далее используемых, но уже более современном выражении. Вот здесь же, например, мы наоборот увидим, например, вот я принес именно данную куклу, именно одетую в одежду, сделанную из рыбьей кожи, потому что показать, что рыбья кожа это удел не только вот там амурских народов и так далее, что даже на территории Якутии тоже были народы, которые изготовляли одежду из рыбьей кожи. А какая рыба тогда? Это кит, что ли? Нет. Почему? Это обычная, например, из налима. Вот самая распространенная налимья кожа, потому что она более точная, и при правильной выделке она вот сохраняет, ну, она не рвется и так далее, и она для детей вот шили такую одежду. Она была очень такая, она с одной стороны не пропускала влагу, с другой стороны она очень легко давала дышать. Мы знаем, что у детей и так далее бывают проблемы там, опрелости или еще какие-то нюансы. А вот такая одежда из рыбьей кожи, особо выделанная и так далее, она позволяла это их очень хорошо, ну, скажем так, санитарно и так далее, гигиенически содержать. А это правда, что рыбья кожа позволяет от пожаров, сохраняет от огня все-таки некоторое время? Ну, я не могу сказать, связано ли, насколько это связано с пожарами и так далее, но я просто скажу, что рыбья кожа, она, ну, вот этот пример показывает, что рыбья кожа у нас использовалась в нашей культуре, и, ну, от пожаров вряд ли она защитит, но тем не менее, по крайней мере, она водонепроницаема. Если учитывать те времена, извините, тогда же не было спецовок, да. Не было спецодежды, так скажем. Мне кажется, это и был универсальный метод одежды. Но я думаю, от комаров точно. Ну, от комаров это другая совсем история, которая, наверное, нам тоже, наверное, особенности. Например, просто вот расскажу такое, что раньше люди себя ведь обмазывали жиром, животным жиром специально, да, и так далее. Некоторые виды жира, вот, которые отпугивали как раз от мозги. Ну, раз такое дело зашло, используя как бы встречу, как от мошки спасаться? Сейчас это проблема. Какой может быть секрет у наших местных народов? Ну, во-первых, я еще раз вот говорю, раньше обмазывали жиром. И вот не каждый жир использовали, были определенные виды жира, которые вот именно обмазывались, которые отпугивали мозги. Другое, конечно, вот если вы обратите внимание, вся одежда была распашная. Не было вот там, как сейчас, там шорты или еще что-нибудь. Да? Все было с длинными и так далее рукавами. Это тоже в какой-то степени спасало. То есть она была достаточно свободная, вьющаяся. Конечно, она, с одной стороны, как бы, есть такое понятие, даже распашная одежда, она как раз позволяла вот и в жару и так далее как-то вот сохранять вот теплообмен, сохраняла. Вот, и в то же время вот защищала от вот, комаров и так далее. Но еще использовались очень активно, достаточно использовались, например, травы разные. Ну, тот же самый багульник и так далее. Окуривание багульником недаром это ведь не только используется в разных ритуалах очищения, но это в том числе, кстати, оно и очищало, и помогало вот от тех же комаров, мошкары и так далее. Завершая нашу беседу, да, вот вы тоже будете участвовать в тех мероприятиях, которые готовятся? Да, конечно. Вот я постарался максимально, так сказать, приблизить вот понимание или восприятие нашей культуры к детскому восприятию. Ну, вот, например,
где-то начиная с 3-4 класса вот эти те же самые рисунки и так далее дети очень хорошо воспринимают. Ну а это уже направлено, вот остальные вот эти уже куклы и так далее, направлены на детей более младшего возраста, как раз для того, чтобы они воспринимали уже вот эти рассказы более. Дорогие друзья, ну, парк «Моя история» в республике Саха-Якутия, в городе Якутске ждет вас. Следите за инстаграмом, фейсбуком, там могут опубликованы номера, можно заказывать экскурсии целые. Ну, это отдельный, конечно, вопрос. Но в исторический парк обращайтесь по адресу Уткина 5, и все узнаете.